Я, например, кредиты беру только на развитие своего хозяйства, например, на то никогда не беру, на какие-то мероприятия я деньги не трачу. Деньги должны работать, прибыль надо принести. В 1986 году я в этот поселок приехала, на почте работала, потом начали в 1988 году создали крестьянское хозяйство Ахмолда, 33 гектара пашни, 133 гектара багарной земли. В 1997 году КМФ, Кабанбай приехали, начали кредит давать под залог, взяла 150 тысяч. Мы тогда приобрели больше семян. Тогда мы где-то 30 сотых обрабатывали землю, потом побольше начали, 50-60 сотых. На рынок вывозили вот это все. Обеспечивали больницу Кабанбайскую, начали коров заводить. Приобрели бортовую машину, взяли. Потом картошку мы брали, меня ждут уже, звонят, когда привезете. В больнице вот Кабанбая ставят на полки. Она до следующей капусты она стоит свежая. На качество мы работаем, а не так вот. Красная свекла есть у нас столовая тоже, почти 80 сотых. Огурцы посадили, собираем в день по 300, по 400 килограмм. Реализуем, ничего не остается, например, работаем же онлайн, и мы не ездим никуда, сами клиенты приезжают. Это земля моя, крестьянское хозяйство Ахмолда, здесь 30 гектаров земли. Я даю под аренду, они мне ячмень дают. 0,5% и корм для животных. Расскажите еще о трудностях, которые были у вас в становлении бизнеса. Погодные условия были, град был какой-то, например, неурожайный год был, засуха была, потом еще град побил. Там были трудности, но я эти трудности преодолели. Я несколькими вариантами занимаюсь. Например, если у меня там где-то не идет, я, например, быков сдам, перекрываю. В этом поселке, когда я в 1986 году приехала, на почте работала, начальником почты, было 117 дворов. А вот когда Союз распался, здесь люди уехали. Сейчас 49 домов осталось действующих. Один фельдшерский пункт, 9-летняя школа осталась. Я думаю, вот оставшие вот эти земли, акимат мне разрешил, я их, например, без налога, без ничего мне дали. Я их обрабатываю, эту землю, использую для своей цели. Но я так думаю, если, например, такая коронавирус будет, вот эта пандемия, может, люди вернутся обратно в деревню. Я так думаю. Работа есть, земля есть, можно работать. Кредиты дают, например, вот из всех кредитов, вот Казахстан, вот КМФ, самый хороший кредит, например. Никакой этого нету, проблем нету. Вот группу создают, люди берут кредиты, например. Многим, например, я говорю, например, вот есть КМФ, берите там кредит, там проблемы нету. Бери кредит, развивайся, работай, только работай. А если на пенсию выйду, остальные вот дочке бизнес, сыну бизнес оставлю. И сама и не буду в этом.